Знать, чтобы помнить. Коми присоединилась к международной акции «Диктант Победы». Организаторами выступили «Единая Россия», Российские историческое и военно-исторические общества, движение «Волонтеры Победы». Ни один район республики не остался в стороне. Продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной войне изъявили желание более 7 тысяч участников. Задания выполняли на 184 площадках. В Академии госслужбы собрались студенты, школьники, члены Госсовета и глава Коми Владимир Уйба. Вместе с ними «Диктант Победы» писала и моя коллега Наталья Юрина. В этом году «Диктант Победы» бьет все рекорды. 80 стран, 16 тысяч площадок. Акцию проводят по местному времени в 14:00. Жители Дальнего Востока и Сибири уже ответили на вопросы о Великой Отечественной войне. Теперь очередь за жителями Республики Коми. До начала 20 минут. Госакадемия – одна из 184 площадок в республике, где можно написать «Диктант Победы». Здесь памятную акцию проводят второй год подряд. С прошлого года мы уже для себя поставили задачу, что мы будем обязательно участвовать и в следующие годы. Для нас это очень важная акция. Да? Сегодня знание и уважение к истории, к нашей истории – это необходимая составляющая часть образовательного процесса. Краткий инструктаж перед стартом, пока у участников на руках только бланки. Организаторы раздают задания, текст перед глазами. Проверка знаний о событиях Великой Отечественной войны началась. На диктант отводится 45 минут. О первых победах и поражениях Великой Отечественной войны к 125-летию Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Часть заданий посвящена 1941 году и юбилею великих советских полководцев. Всего же участникам акции необходимо ответить на 25 вопросов. 20 на общую военно-историческую тематику, 5 на региональную. Вариант у всех один. Отложив телефоны в сторону, участникам предстояло блеснуть знаниями в историческом аспекте. Были вопросы и связанные с кино, и с литературой. Например, нужно назвать цикл стихотворений Джалиля, о котором говорится в тексте. «Диктант Победы» в Госакадемии объединил около 200 сыктывкарцев. Очень люблю историю в школе и увлекаюсь. Это, я думаю, акция очень хорошо описывает историю вообще Советского Союза, может, Великой Отечественной войны, и каждый россиянин должен ее знать. Ребята, которые хорошо пишут этот диктант, занимают призовые места, имеют баллы дополнительные при поступлении. И да, это очень интересная вообще акция. Для нас это очень важно. Я, например, уже человек не молодой достаточно, то есть я не скажу, что я стара, но тем не менее я видела еще дедушку своего, который пришел с фронта, и видела других участников достаточно молодыми, лет 40-50, там 60, в детстве, конечно. Поэтому знаю об этом что-то. Не уверена, что я знаю все. Ну вот, хотела попробовать. Друг от друга на безопасном расстоянии, внимательно вчитываясь в вопросы, всматриваясь в портреты героев Великой Отечественной войны. Пока одни уверенно отвечают, другие размышляют. В сторону соседей не смотрят. Тем, кому мест с планшетами не хватило, бланки заполняют на весу. Все исторические события, исторические даты – это возможность еще раз прикоснуться к истории, вспомнить ее и почувствовать себя сопричастным к народу-победителю. Наверное, это самая важная часть данного проекта. Не прошло 20 минут. Первый участник, ответивший на все вопросы, историк Игорь Ластунов. Парочку, конечно, вопросов сложные, там чисто такие, там вот как крестьянин повторил подвиг Ивана Сусанина, там, то есть это такой случай не очень как бы известный. А большинство вопросов известны, фотографии я налицо, все знаю маршалов там, то есть. Вслед за первым подтягиваются и другие. Бланк с ответами передают организаторам, которым предстоит все проверить. В Республике Коми более 7 тысяч участников написали «Диктант Победы». Любой диктант – это проверка, а этот диктант исторический, посвященный Великой Отечественной войне, это еще и воспоминания. Вот. И отдавая ответы на вопрос, все равно так или иначе переносишь себя в понимание того, как это было, как это происходило. По окончанию акции каждый участник получает вот такой именной сертификат. Итоги подведут 24 июня. Результаты «Диктанта Победы» можно будет узнать на сайте акции в личном кабинете. Наталья Юрина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.